В марте 2025 года мир программирования сошел с ума из-за болезни, названной вирусом разума кодирования вайба. Для тех, кто еще не был заражен, кодирование вайба — это термин, придуманный бывшим волшебником OpenAI Андреа Капарти, где вы полностью отдаетесь вайбам, принимаете экспоненциальные функции и забываете, что код вообще существует. Этот термин захватил мир штурмом. И практически каждый кодовый инфлюенсер в интернете сейчас следует по стопам Апекса. Инди-хакер Питер Левелс недавно закодировал на вайбе некачественный симулятор полетов ММО в реальном времени с помощью JavaScript. Затем он использовал свою большую аудиторию в Twitter, чтобы продавать внутриигровую рекламу и зарабатывать кучу денег. Нужно уважать чистую технику, брат, это гениально. Но проблема в том, что теперь все кодируют на вайбе некачественные игры и заполняют интернет все большим количеством сгенерированного ИИ мусора. Но, по словам генерального директора Anthropic, это и есть путь. Он недавно заявил, что всего через 12 месяцев практически весь код будет написан ИИ. А в сегодняшнем видео мы рассмотрим примеры, когда кодирование на вайбе идет не так, и узнаем о полезных инструментах, которые помогут вам кодировать на вайбе правильно. Первое, что вам нужно понять, это то, что кодирование не одно и то же. Кодирование — это навык перевода логики в инструкции для компьютера путем написания кода. Элитный программист может набивать 100 слов в минуту идеального кода на TF-Vim, используя только запомненный синтаксис, но крупные языковые модели делают этот навык устаревшим. 8-летний ребенок власне может писать код быстрее, чем профессионал с 20 годами опыта. Но программирование — это более широкий навык, который сложно описать. Это искусство и наука, требующая изобретательности, креативности и хороших инстинктов, приобретенных с опытом. Лучшие программисты больше удаляют код, чем пишут. Не понимая код, вы плывете по течению и далеко не уйдете. Например, бедняга создал SaaS-продукт, следуя интуиции, и имел платящих клиентов, что огромно для независимого разработчика. Узнав о его успехе, тролли разнесли его на куски. Цитата. «Происходят случайные вещи. Максимальное использование ключей API. Люди обходят подписку. Создают случайный мусор в базе данных. Это занимает больше времени, чем обычно, чтобы разобраться. В итоге приложение было окончательно удалено, и парню пришлось умолять вернуть его на работу в Popeyes. Но при правильном подходе интуитивное программирование работает. Скоро увидим миллиардный бизнес на интуиции, построенный с Vanilla Bolt и AI-помощниками, как Cursor и Windsurf. Если решите использовать интуицию в коде с такими инструментами, следуйте 3 правилам. Правило номер 1. Выберите популярный и простой технологический стэк. Что-то вроде React, Express, Tailwind, Redis и Deno должно быть идеальным для веб-разработки. Реальность такова, что эти большие языковые модели лучше всего решают проблемы, которые люди уже решили на таких платформах, как GitHub, Stack Overflow. И это означает, что даже если вы ненавидите React, использование этого нового модного фреймворка для JavaScript подавит интуицию. Забудьте об этом. Мой предпочтительный выбор — Svelte. Я хорошо кодирую на Vue.js и Nuxt, так что это правило можно нарушить. Однако правило номер 2 нарушать нельзя, и это стать хорошим в Git. Когда ИИ берет под контроль ваш код, это означает, что он также имеет возможность удалить ваш рабочий код. И когда это происходит, почти невозможно вернуть его к жизни с помощью подсказок. При дисциплине и контроле версий сохранили бы этот рабочий код в безопасности. Вы можете использовать инструменты, например, Cloud Code to Vibe для фиксации кода, или изучить мой курс Fullgate, если хотите научиться вручную. Кала. Но важнейшее правило номер 3. Не спрашивайте, что ИИ может сделать для вас, а что вы для ИИ. Вы больше не программист. Вы менеджер продукта. И если вы хотите быть хорошим, вам нужно разбивать сложные требования на маленькие шаги. Они должны быть очень конкретными и также предоставлять правильный контекст для решения проблемы, например, недавнюю документацию и изображение для дизайна интерфейса. Это может звучать как убийца настроения, но вы не хотите, чтобы ваш LLM проявлял креативность. Вы хотите, чтобы он был детерминированным. Как опытный разработчик в создании неудачных побочных проектов, я никогда не чувствовал себя более могущественным. Тем не менее, я думаю, что полагаться только на интуицию — это плохая идея. Например, у Levels Flight Simulator было множество проблем, и он, вероятно, потерпел бы неудачу, если бы не опыт разработчика. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.